Крымская весна, убитые дороги и деньги вкладчиков Роскомснаббанка. Здравствуйте, это итоги недели на телеканале БСТ. С вами Азат Самирханов. В начале коротко о главном. Быстро и качественно. Мы над этим работаем. Сейчас целый ряд мероприятий, тут в том числе и антикоррупционных. Ради Хабиров потребовал за 4 недели завершить ямочный ремонт в республике. Возможно ли это с нынешними темпами профильных служащих? И зачем инфракрасные лампы греют асфальт? Позволяет избежать холодных стыков. Рабочие места и инвестиции в регион. У руководства республики сегодня есть четкое, ясное понимание, что нужно делать, какая стратегия развития. Дни республики с успехом завершились в Совете Федерации. Какую поддержку ждать Башкортостану от сенаторов и правительства страны? Мы, в общем, не сомневаемся в том, что режим особой экономической зоны будет успешным и на территории Республики Башкортостан. Хрупкая девочка с сильным характером. Разбила окно и передавала их соседу. Я до сих пор как-то не отошла от этого. В Шаранском районе школьница спасла из горящего дома 3 маленьких братьев. От гибели детей уберег и пожарный извещатель. Юную героиню уже представили к награде. Приказываю наградить медалью за доблесть Закиеву Зарину Маратовну. Безудержная агрессия. Сразу 2 случая нападения собак на детей произошло на неделе. Власти объясняют, как решить проблему. Все безнадзорные животные будут, конечно же, бинтоваться. Будут использовать специальные клипсы. Между тем, кинологи сомневаются в эффективности таких мер. Так, начнем. Сегодня Ради Хабиров разместил в социальных сетях пост, где призвал жителей республики сообщать ему лично о ямах на наших дорогах. Извечной проблемой руководитель Башкортостана вновь вынужден заниматься, что называется, в режиме ручного управления. А ведь обязал руководство профильных ведомств еще осенью подготовиться к ямочному ремонту. В итоге мобильное приложение с интерактивной картой сырое. А в ходе рабочей поездки по Уфе глава раскритиковал чиновников за низкие темпы проведения этого ямочного ремонта. Сделать ровными и безопасными дороги города Ради Хабиров поручил за 4 недели и не затягивает с реализацией программы «Башкирские дворики», что должна озеленить и сделать удобнее жизнь уфимцев. Максим Окунев со всеми подробностями. Скрежет бамперов и лавирующие между ямами авто. Проехать весной по Уфе, как сыграть в лотерею. Победитель спасет своего железного коня, а вот проигравший раскошелится на шиномонтаж. И так каждый год. По мнению Радия Хабирова, укладывать дешевый асфальт по изжитым лекалам значит без конца наступать на одни и те же грабли. В Госкомтрансе заявили, что нашли выход надежнее устранять ямы технологии холодного асфальта. Руководитель региона дал уфимским властям максимум 4 недели, чтобы залатать все рытвины по 500 каждый день. Решить. Первая проблема – навести порядок в производстве асфальта и производстве дорожных работ. В целом мы над этим работаем. Сейчас целый ряд мероприятий, тут в том числе и антикоррупционных. Это первая история. Даже так. А вторая история – это научиться латать ямы быстро и эффективно, и очень оперативно. Еще одну новую технологию презентовали на дне качества в Кармаскалинском районе. Инфракрасный ремонт асфальтовых покрытий чаще применяют на региональных и федеральных трассах. Экономия, по словам специалистов, существенная. Метод позволяет снизить затраты на ямочный ремонт до 30%. Но главное, латать дыры таким образом можно не только летом, но и круглый год. Инфракрасные лучи прогревают асфальт в течение 10-12 минут на глубину до 7 сантиметров. Асфальтовое покрытие, что позволяет избежать холодных стыков. Причем найти все ямы в Уфе и республике дорожникам помогут сами жители с помощью специального мобильного приложения. Разработать софт Ради Хабиров поручил еще в октябре, но на оперативном совещании в понедельник выяснилось, программа не готова. В спешке созданное приложение, что продемонстрировали во время рабочей поездки, никуда не годится, считает руководитель Башкортостана. Оно должно быть эффективным, но не занимать много времени у тех, кто хочет пожаловаться на яму. Вы не в состоянии сами увидеть ямы, и нам, жители здесь, помощники, понимаете? Нам надо общественную инициативу поднять. Но чтобы поднять общественную инициативу, вот это вот, как вы 5 минут тыкали и у вас не получалось, значит, она не работает. Это должна быть очень удобная для людей, соответственно, карта.
А пока чиновники дорабатывают интерфейс, Ради Хабиров призвал людей жаловаться на ямы лично ему. На своих страницах в соцсетях он опубликовал пост, под которым можно оставлять фото и указывать точный адрес мест, где есть проблемы с дорогами. Речь идет не только об основных городских магистралях, но и дворовых проездах. Помочь в ремонте должна программа «Башкирские дворики», инициированная Радием Хабировым. Временно исполняющий обязанности главы региона ознакомился с планом капремонта придомовой территории у многоэтажек по улицам Кирова и Айской. Люди просят дополнительные парковочные места и удобную детскую площадку. Сделать новую площадку, которая будет потом не убираться, на ней не будет снег. То есть если ЖЭУ или кто-то будет обслуживать эту территорию, это будет просто замечательно. Просто замечательно, если здесь появятся парковочные места для наших машин. Главное, чтобы здесь вот на нашем местном уровне это все не превратили в помойку. Вот и не загадили эти вещи. Ради Хабиров также поручил Министерству ЖКХ вплотную заняться установкой бетонных ограждений, которые предотвратили бы несанкционированную парковку, или шлагбаумов там, где этого просят жители. Кроме того, нужно озеленить дворы и предусмотреть зону отдыха для всех категорий граждан. Люди найдут себе все, что угодно. Пожилые места посидеть, дети поиграть, влюбленные посидеть на скамеечке. Вот это вся программа. Вот эту всю территорию довольно большую. Да, и очень важно, видите, как машины припаркованы. Вот машины стоят практически перед окнами. Уфимцев руководитель региона призвал активнее участвовать в обсуждении того, что нужно отремонтировать во дворе или подъезде в первую очередь, и вновь дал строгий наказ мэрии избежать пыли и грязи в городах республики. Максим Окунев, Эдуард Гайнанов, Ильшат Казакулов, Радмир Халитов. Итоги недели. Идем дальше. Выплачивать деньги вкладчикам Роскомснаббанка будут Уралсиб и Сбербанк. Они стали победителями конкурса, организованного агентством по страхованию вкладов. Выплаты можно будет получить не позднее 21 марта. Все вкладчики могут рассчитывать на возврат средств размером не больше 1,4 миллиона рублей. Кроме того, возмещение получат и малые предприятия, на которые с 1 января 2019 года распространено действие системы обязательного страхования вкладов. Я напомню, что лицензию у Роскомснаббанка ЦБ отозвал в начале марта. Общую информацию о порядке выплат можно получить по телефону горячей линии агентства. Номера вы видите на своих экранах, также на сайте ОСИ в разделе страхования вкладов. И вот в связи с отзывом лицензии у кредитной организации появилась информация о возможных проблемах застройщика «Первый трест». Ситуацию на контроле держат и республиканские власти. Госкомитет по строительству и архитектуре в еженедельном режиме будет докладывать руководителю Башкортостана о ходе строительства 4 жилых комплексов компании. Напомню, это Биосфера, Уфимский Кремль, Искра и Успенский. Общий объем жилья равен 166 тысячам квадратных метров. Получить статус особой экономической зоны в Ишимбае. Такую серьезную задачу на ближайшую перспективу ставят власти Башкортостана. Инициативу на этой неделе поддержала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Верхней палате российского парламента на этой неделе впервые прошли Дни Республики Башкортостан. Делегация нашего региона отправилась в столицу России с целым пакетом инфраструктурных проектов социально-экономического развития республики. Из Москвы Руслан Батыргареев. Мы утвердили наш бренд «Терра Башкирия». И вот, соответственно, сейчас работаем этнотуризм, даже гастрономический туризм, лечебный туризм. Развитие туризма, достижения в промышленности, крупные инфраструктурные проекты. Это лишь малая часть большой презентации социально-экономического потенциала Башкортостана. В фойе Совета Федерации развернулась выставка, приуроченная к столетию республики. Мы живем в конкурентной среде. Мы хотим рассказывать о возможностях нашей республики, продвигать ее, продвигать нашу экономику, наших предпринимателей и, конечно, создавать информационный фон и создавать благоприятные условия, чтобы инвесторы приходили к нам. Почему нужно инвестировать именно в Башкортостан и каков потенциал региона? Выступая перед сенаторами, Ради Хабиров обозначил основные точки дальнейшего роста. В прошлом году в республику было инвестировано 270 миллиардов рублей. Но этого недостаточно, считает руководитель Башкортостана. Задача – удвоить эту цифру. И меня очень порадовало и в ходе наших встреч в Совете Федерации, беседы с временно исполняющим обязанности Ради Фаридовичем Хабировым, что у руководства республики сегодня есть четкое, ясное понимание, что нужно делать, какая стратегия развития, как добавить энергетики в развитие республики, как удерживать молодые перспективные кадры и так далее.
Совет Федерации – это палата регионов, куда можно прийти с любыми вопросами, отметила Валентина Матвиенко уже во время личной встречи с Радием Хабировым. Руководитель республики, в свою очередь, поблагодарил председателя Совфеда за гостеприимство и пригласил Валентину Матвиенко на юбилейное мероприятие, посвященное столетию Башкортостана. Дни Республики Башкортостан в Совете Федерации стартовали с заседаний комитета Верхней Палаты Федерального собрания. Именно здесь обсуждались самые важные для нашего региона вопросы. Это финансирование и федеральная поддержка крупных проектов в сфере здравоохранения, коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, социальной политики и культуры. 360 миллиардов рублей на строительство дорог. Такую поддержку Башкортостан запросил у Москвы во время визита в Совет Федерации. На расширенном заседании Комитета по экономической политике было представлено сразу 9 крупных инфраструктурных проектов. Среди них восточный выезд из Уфы на трассу М5, автодорога Стерлитамак-Кага-Магнитогорск и Бирск-Тасту-Басадка. И мы уже сегодня получили поддержку на комитетах. Во-первых, это по строительству объездной дороги Нефтекамск. Для нас очень важен также проект по дальнейшему укреплению аэропорта Уфа, по дальнейшему развитию и укреплению аэродромной части. Башкортостан в этот день звучал в каждом зале. Так, например, на расширенном заседании Комитета по социальной политике было озвучено предложение финансирования сразу 4 объектов здравоохранения в республике. Это строительство Центра онкологии и гематологии на базе детской республиканской клинической больницы, это хирургический корпус кардиоцентра и это поликлиника для нашей республиканской клинической больницы Куватова. Создание современных рабочих мест – еще одна важная задача для властей республики. В Башкортостане уже образовано 5 территорий опережающего социально-экономического развития. Такого количества ТАСЭР нет ни в одном регионе России. Но на этом управленческая команда Башкортостана останавливаться не намерена. Сейчас идет активная работа по созданию особой экономической зоны в Ишимбае. Учитывая, что у вас накоплен очень хороший опыт по привлечению инвестиций, республика демонстрирует хорошие успехи на этом направлении, мы, в общем, не сомневаемся в том, что режим особой экономической зоны будет успешным и на территории Республики Башкортостан. Окончательное решение, быть или нет особой экономической зоне на территории Ишимбая, примет российское правительство. Поэтому необходимо более активно заниматься этим вопросом. Уже сейчас начать формирование пула якорных резидентов, отметил Ради Хабиров. Мы ведем только предварительные переговоры с довольно крупными нашими игроками. Мы ведем переговоры с Башкирской содовой компанией, мы ведем переговоры с Салават Стекло, мы ведем переговоры с Башнефтью. Поэтому это может быть, мне сложно сейчас назвать количественные показатели, но если мы все правильно организуем, эту работу, и крупные компании нам поверят, и мы добьемся особой экономической зоны, я думаю, что мы обречены на успех. Итоговый же документ, который можно будет взять за основу дальнейшего стратегического развития Башкортостана, будет принят 21 марта, после заключительных обсуждений и корректировок в Совете Федерации. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Владимир Шевчук. Итоги недели. Москва. Сейчас к другим темам. В Баймакском районе сотрудники Управления экономической безопасности МВД республики выявили факт хищения строительного камня-плетника. Объемы поистине внушительные – 11 тысяч кубометров. Это примерно 16 миллионов рублей. Полицейские установили, что карьер разрабатывало предприятие, которое не имело лицензии на добычу. У организации было только разрешение на геологическое изучение. Ранее в том же Баймакском районе было возбуждено другое уголовное дело на черных копателей. Ущерб государству от их деятельности оценивается в 10 миллионов рублей. В Баймакском районе выявлено 2 таких карьера, и здесь общая сумма ущерба по предварительным оценкам составляет около 26 миллионов рублей. По данным фактам также возбуждены и расследуются уголовные дела. Незаконную добычу полезных ископаемых пресекли в Зилаирском районе. Добыча плетника велась открытым способом. В селе Юлдыбаево стражи порядка обнаружили целый склад с уже готовым к реализации декоративным камнем. Остановить варварское хищение полезных ископаемых и прекратить выдачу всех лицензий – одно из первых поручений на посту руководителя региона Радия Хабирова. И, как отмечают депутаты Государственной Думы, ситуация в республике кардинально начала меняться относительно недавно. Он дал поручение создать рабочую группу, прекратить выдачу лицензий впредь. И после этого ситуация, конечно, кардинально изменилась.
Вот итогом явилось возбуждение уголовных дел. И это только начало. Я надеюсь, что виновные лица будут привлечены к ответственности, потому что многие года ведь богатство России сейчас это миллиарды рублей на сумму. Там замешаны и местные власти, и правоохранительные органы, и наше министерство. В ожидании большой воды экстренные службы региона готовятся к предстоящему паводку. Беременных женщин из зон подтопления перевозят в роддомы. Повсеместно пункты временного размещения людей готовы принять постояльцев. Фельдшерские, акушерские пункты увеличивают запасы медикаментов. Каким ожидается половодье и на какие товары традиционно возрастает спрос в период большой воды, расскажет мой коллега Азат Садриев. Здравствуйте. Как вы сегодня чувствуете себя? Хорошо. Рамзеля Галямова ждет третьего ребенка. И хотя до родов еще 2 месяца, переждать предстоящий паводок решила в перинатальном центре. От ее деревни до Белорецка более 120 километров. И после начала половодья до Габдюкова медики просто не доедут. Деревня подтапливает, скоро не могут приехать, так как дороги нету и связи тоже нету. Поэтому заранее вот пришли. Соседка по палате Найля Рахматова тоже из этой деревни. В скором времени к ним присоединятся и другие беременные женщины, проживающие также в зонах подтопления. Сегодня у нас 3 населенных пункта вызывают наибольшие опасения. Они не предполагают какого-либо подтопления, они в большей степени имеют угрозу быть отрезанными в период прохождения паводковых вод. 2 мл на 10 ампул, так 2 упаковочки. Обычно фельдшер Зили Халикова из деревни Атнурок приезжает в районную больницу за лекарствами раз в месяц, но сейчас медикаменты берет с запасом. Она следит за здоровьем почти 400 односельчан. Преднизолон, вот я сейчас вот дополнительно получила, натрий хлорид, вот это самое, магнезию, каптоприл, вот такие препараты, которые вот необходимы, важные для оказания помощи пациенту. Синоптики точного прогноза пока не дают, но подготовка к паводку идет полным ходом. В случае необходимости до полусотни жителей частного сектора Демского района смогут переждать половодье в пункте временного размещения. Он развернут в общежитии Уфимского техникума железнодорожного транспорта. Здесь есть все необходимое для помощи пострадавшим от затопления. Сегодня у нас с утра занятия именно по этому направлению, потому что сами видим, что погода у нас довольно-таки теплая, приближается время вскрытия рек, и также у нас есть уже локальное потопление в районе. Бензопилами специалисты вырезают площадку, чтобы обезопасить опоры Бельского моста. Срезы заполняются древесным углем, лед будет таять быстрее. Такая процедура более щадящая, чем взрывные работы, и не нарушает экоструктуру водоема. У нас 4 моста через реку Белую, 3 моста через реку Уфа и 2 моста через реку Дема, где будет проводиться работа. Предназначены для того, чтобы, во-первых, это исключить затор льда вокруг опор, ну а также обеспечить сохранность этого искусственного сооружения. С наступлением весны традиционно увеличиваются продажи надувных лодок. Цены на них колеблются от 4 до 12 тысяч рублей. Продавцы советуют остановить выбор на плавсредствах из более плотных тканей ПВХ, потому что на резиновой лодке во время паводка есть риск прокола об подводные камни, ветки или металлоконструкции. Также для зон потопляемости очень актуально надувное дно, именно вживленное. Объясняется это тем, что, опять же, моменты прокола, моментов встречи каких-то подводных препятствий. Соответственно, надувное дно именно вживленного типажа будет более актуально, потому что оно идет двухслойное, по сути, своей. Да, дно можно потерять, но, по крайней мере, плавсредство останется на плаву. Тем временем в Белорецке на экстренный случай у местных спасателей появился новый снегоболотоход. Полноприводную технику повышенной проходимости приобрели на неделе. Всего в республике 2 такие машины. Одна на балансе Уфимского МЧС, вторая теперь в городе Металлургов. Цена этого снегоболотохода примерно равна стоимости нового внедорожника «Комфорта». Здесь, конечно же, меньше. Однако для данной техники это не главное. В приоритете у спасателей высокая проходимость, чтобы в любое время года добраться туда, где требуется их помощь. Всего же в республике этой весной, по данным МЧС, в зоне подтопления 257 населенных пунктов, где проживают более 80 тысяч человек. Полное вскрытие водоемов ожидается во второй декаде апреля. Наиболее опасными в период половодья являются реки Белая, Уфа, Дема, Сакмара, Юрюзань и Ашкадар. Азат Садриев, Азат Ижбулатов. Новости недели. Белорецк, Уфа.
Шокирующий случай произошел на этой неделе в Уфе. Двухлетнюю девочку мама выкинула из окна 9-го этажа, после выпрыгнула сама. Лишь чудом обе не погибли, спас сугроб. В комиссии по делам несовершеннолетних семья числилась как благополучной и не состояла на учете. Но, по словам родственников, в последнее время в отношениях супругов был разлад. Муж с женой едва сводили концы с концами. После происшествия в отношении 21-летней женщины заведено уголовное дело. В Кировском районном суде избрали арест на 2 месяца. Такая вот мера пресечения. Мать обвиняет в покушении на убийство собственного ребенка. Пострадавшую девочку тем временем перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Органам Следственного комитета предъявлено обвинение 21-летней жительницы города Уфы по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего». Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствующие совершенному преступлению. Изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи. В отношении обвиняемых планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы. Сразу 2 случая нападения собак произошло на этой неделе в республике. В обоих пострадавшие дети. У школьника из уфимского села Нагаева разодраны ноги, а девочке из села Зерган, что в Мелеузовском районе, врачам пришлось пришивать ухо. Оба инцидента возникли на фоне недавнего заявления в МВД России о том, что подготовлен перечень опасных пород. Алабай, покусавший девочку, тоже в этом списке. Но поможет ли реестр предотвратить подобные несчастные случаи? Кинологи выступили, кстати, с резкой критикой этой инициативы. Вся хроника происшествий, мнение экспертов в материале Артура Шамсудинова. Собака, повалившая девочку на землю и вцепившаяся в лицо зубами, почти не оставляла шанса выжить. То, что животное переключило внимание на машину, не иначе как чудо. Пострадавшая смогла самостоятельно встать на ноги и укрыться в салоне. Быстрее! Я просто шла. Ты откуда? Вон там дальше дом синий. За рулем автомобиля в то утро была Мадина Кунакбаева. Ехала на работу. Задержись она хоть на мгновение, инцидент мог бы завершиться трагедией. Женщина вспоминает, заметив на дороге собаку, поначалу подумала, что в пасти не ребенок, а кусок мяса. А когда она вот ноги как-то растянула, чтобы встать, я уже поняла, что это человек. Ну и изначально у меня была такая реакция, что нужно эту собаку каким-то образом спугнуть. Итогом такой встречи стало оторванное ухо. Девочку отвезли в районную больницу, где врачам удалось пришить его обратно. После того, как рана заживет, потребуется психологическая помощь. Уже сейчас бабушка отмечает, внучку словно подменили. Она болтливая была, вот придет со школы, говорит. Я говорю, успокойся, потом расскажешь. Сначала поешь, покушай или что. Ну, говорит, рассказывает, как что было. А сейчас вот по телефону разговариваем. Да, нет, больше таких... Пока вопрос не задашь, сама ничего не говорит. Порода собаки, искусавшей девочку, среднеазиатская овчарка или в простонародье алабай. Недавно МВД России включила ее в перечень особо опасных, направив на рассмотрение в Госдуму список из еще 70 пород собак. По задумке, выгуливать этих четвероногих можно будет только в наморднике, на поводке или на огороженной территории. Родственники пострадавшей девочки, правда, не понимают, как эти требования помогли бы избежать нападения. Тем более, что собака гуляла без хозяина. Хозяева алабая живут в этом доме. Соседи говорят, что люди вполне обычные и адекватные, но днем их дома не бывает на работе. Поэтому большую часть времени собака была предоставлена сама себе. И уже бывали случаи, когда она, очевидно, через соседский невысокий забор сбегала за территорию, пугая местных жителей. Очевидно, на людей собака бросалась из-за недостатка и внимания, и воспитания. В этом уверены и профессиональные заводчики алабаев, которые утверждают, несмотря на грозный вид, животное не запрограммировано на агрессию по отношению к детям. Если собаку взяли, посадили на цепь или в вольер, подходит к ней, допустим, раз в день, чисто покормить или убраться, то есть у собаки абсолютно нет контакта с человеком. Конечно, собака получается... дикая, грубо говоря, не социализированная. Именно поэтому к инициативе законодателей создать специальный перечень скептично отнеслись и в Кинологической Федерации Республики. Если постоянно держать псов на привязи, уровень агрессии у них наоборот повысится. Кроме того, в списке в основном крупные породы. Но на характер собаки размер не влияет, говорят кинологи. Опасность собак не в породе заключается. Любая порода, любая собака может быть опасной, которая находится безнадзорно, которая неуправляемая. То есть это как бы... Человеческий фактор – это все люди, все хозяева, родители.
Серьезно травмировать может и небольшая собака, как это было в случае с Мишей Маковеевым. 12-летний пострадавший говорит, что шрамы, может, и украшают мужчину, но точно не в его случае и не в таком возрасте. Я не пытался, потому что знал, она меня догонит все равно. Руки я спрятал в карман, чтобы руки не укусил. Поэтому только ноги. Собака, напавшая на Мишу, была обычной дворнягой, а вот был ли у нее хозяин, неизвестно. Поэтому привлечь кого-либо к ответственности не получится. В этой связи нужно отметить, Башкортостан стал пилотным регионом, где бродячих и домашних животных будут в обязательном порядке чипировать. Будет использовать специальные клипсы с разноцветной разметкой для того, чтобы можно было определить, в каком году собака была, допустим, отловлена, привитана или вакцинирована. Но в любом случае это не решит проблему бродячих животных и не избавит их от агрессии. Пока большинство добросовестных собаководов считают, что самая эффективная профилактика – наложить крупные штрафы. Алабая, который откусил девочке ухо, с добровольного согласия владельцев усыпили. Артур Шамсудинов, Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов и Адхат Анваров. Новости недели. Сейчас о героическом поступке подростка, который взволновал общественность в понедельник. Медалью за доблесть наградили 15-летнюю школьницу из Шаранского района. Зарина Закиева спасла 3 младших братьев. Ей пришлось вызволять их через окно дома, объятого пламенем. Юная героиня признается, что если бы не сигнал пожарного извещателя, трагедии было бы не избежать. Такие портативные сирены бесплатно начали выдавать всем семьям региона с 2017 года, а с апреля этого будут дарить молодым мамам прямо в родильном доме. Приказываю наградить медалью за доблесть Закиеву Зарину Маратовну. Не привыкшая к такому вниманию Зарина сегодня на пьедестале почета. Теперь на груди 15-летнего подростка есть медаль за проявление доблести при спасении человеческой жизни. Однако на счету Зарины, можно сказать, сразу 3 подвига. Именно столько младших братьев она вызволила из объятого пламенем жилого дома. Из окна она выпрыгнула последней. Разбила окно и передавала их соседу. Я до сих пор как-то не отошла от этого, мне было очень страшно, даже как-то трясло, потрясывало чуть-чуть. Ну, я и есть даже не могла целый день. В то утро взрослые уехали в Туймазы, чтобы оформить льготу как многодетная семья. Зарина осталась дома с младшими. Извещатель в момент задымления подал сигнал о пожаре. Девочка не растерялась и бросилась спасать малышей, одному из которых было 5, 2 другим всего год и 2. О пожаре мать девочки-героини узнала по дороге домой. В первую очередь мысли были то, что я оставила с 9-классницей, у меня есть дочь, оставила детей младших самых с ней. Я очень испугалась, конечно, то, что они в доме как бы не сгорели. Где дети, только одно в уме было, то, что дети. Дом сгорел дотла, однако большей трагедии удалось избежать. На школьной линейке скромная девушка фотографируется с кадетами. На память. Она для них теперь пример, как и для всех жителей Шаранского района. Ее одноклассники и родная сестра не скрывают гордости за Зарину. Храбрые мы уже это увидели, потому как она спасла своих братьев. За свою жизнь она не боялась. Она больше волновалась за своих братьев. Я бы лучше вытащила своих братьев. Они маленькие, считаем, еще жить и жить. Портативные сирены раздают бесплатно всем семьям республики с 2016 года. С апреля они станут частью подарочного комплекта при выписке из роддома. В Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям отметили, что датчики уже спасли 80 с лишним человек. А в Шаранском районе в тот день сигнал извещателя не дал случиться большой трагедии и забрать огню 4 детских жизни. Эмиль Басареев, Максим Окунев, Динара Таймасханова, Альфина Андреева. Итоги недели. Сейчас отправимся на Южный полуостров. В Крыму в эти дни проходят большие торжества, посвященные 5-летию воссоединения республики с Россией. Напомню, 16 марта 2014 года в столице региона Симферополе состоялся референдум, на котором жители полуострова практически единогласно решили войти в состав Российской Федерации. Основные мероприятия проходят как в Симферополе, так и в Севастополе. В числе приглашенных сотни известных людей, федеральные министры, общественные и политические деятели. Ради Хабиров также принял участие в ряде праздничных мероприятий. Руководитель Башкортостана провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Мой коллега Равиль Ватолин побывал в эпицентре торжеств и готов рассказать все подробности.
Многотысячные шествия, праздничные митинги. Торжества в Симферополе только набирают обороты. В руках у участников колонн российские триколоры, транспаранты с лозунгами «Россия, Крым. Вместе навсегда». Жители полуострова с особой гордостью признаются, воссоединения ждали долгих 23 года. Именно столько лет республика входила в состав Украины. Своей радостью об исполнении мечты жители полуострова делятся со всеми гостями, а их в эти дни тысячи, причем не только из регионов, но и из зарубежных стран. Было страшно, но мы шли к этому, и я очень рада, что мы к этому пришли, что наши дети в этот день могут смотреть на светлое солнечное небо, а не прятаться в подвалах от бомбежек, как наши дети Донецка, потому что они все наши дети, и донецкие, и наши. Поэтому это очень было необходимо. У нас два праздника теперь, Дня Победы в Крыму. Всенародный референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. В этот день жители полуострова практически единогласно решили войти в состав России. События в те дни развивались настолько стремительно, что уже на следующий день власти республики приняли решение обратиться к Владимиру Путину. А 18 марта глава государства в Кремле подписал межгосударственный договор, который поставил точку в этом вопросе. Знаете, это трудно передать словами, когда в то время, когда ты 16 марта, это все у вас происходило, вот, в жилах текла этот адреналин, это бурлили эмоции, переживания, сожаление о чем-то, то, что происходило тогда на Украине. Это словами просто не передать, да, это вот как рев мотоцикла. Вот так можно сказать. Поздравить крымчан с праздничной датой приехал и Ради Хабиров. Руководитель Башкортостана принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику народного ополчения всех времен, после чего присоединился и к многотысячному шествию. Колонна прошла по центральным улицам. С момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации Республика Башкортостан всегда была рядом. Уже с первых дней мы начали формировать и шефскую помощь, и у нас уже родные города появились. Сейчас у нас дружба дальше развивается. Вы знаете, это уже так, по сути, как я говорю, что Крым и Республика Башкортостан сейчас, хотя, казалось бы, далеко находятся, это братские республики. Состоялось и внеочередное заседание Госсовета Крыма. На повестке парламентариев была только одна тема – результаты развития полуострова за последние 5 лет. Законодатели и гости отметили, что рывок колоссальный. За эти годы в регионе отремонтировали и построили сотни километров дорог, больниц, школ, гостиниц. Больше всего всех поражает и возведение Крымского моста. Я поражен развитием Крыма. Я много общался с местными жителями. Они искренне радуются, что вновь с Россией. Ну а то, что часть европейских и западных политиков не признают референдума, и то, что полуостров стал российским, это скоро пройдет. Они все равно поймут, что это желание крымчан, и то, что регионы России и Крыма постоянно поддерживают друг друга. Тема поддержки Крыма стала одной из ключевых на заседании. Парламентарии страны ставили в пример сотрудничество властей полуострова и Башкортостана. Депутаты отметили, что два региона смогли наладить взаимодействие во многих сферах. Это сотрудничество эффективно и дало уже свои плоды. Я уверен, что и дальше вот эта интеграция между регионами будет продолжена. Ради Хабиров провел личную встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководители обсудили дальнейшие планы сотрудничества, в частности, реконструкцию санатория «Юбилейный», который находится в Евпатории. Власти полуострова в прошлом году передали здравницу Башкортостану. В этом году здесь уже начнутся работы, закончить которые планируют в течение 2 лет. Мы сегодня обсудили наши графики. Сейчас мы готовим эскизные проекты, готовим техническое задание под проектирование. Поэтому вот это то, что Республика Башкортостан получит свой кусочек земли на крымской земле. Основные торжества в Крыму состоятся завтра. Понедельник на полуострове объявили выходным днем. В Севастополе на празднике ждут и Владимира Путина. Крымскую весну отмечают не только здесь, на полуострове. В эти дни праздничные мероприятия проходят по всей стране. Но чтобы жители России смогли всецело отметить историческую дату, здесь предложили 18 марта, день воссоединения Крыма с Россией, сделать всеобщим выходным. Ну вот, кстати, депутат Госдумы рассмотрит эту инициативу уже на ближайшем заседании парламента. Равиль Ватолин, Азат Петров, Симферополь, Крым. И в завершении о скачках. Конезаводчики Башкортостана готовятся к первым республиканским соревнованиям среди жокеев-любителей. Они состоятся уже через неделю на ипподроме Акбузат. Бега будут организованы на лошадях башкирской породы. Для тех, кто не сможет увидеть это событие вживую, наш телеканал покажет прямую трансляцию. Конечно же, соревнования эти неофициальные, рекордов скорости не побьют, однако азарт и зрелищность организаторы и зрителям гарантируют. Как готовят башкирских лошадей к забегам, материал Динары Таймасхановой.
топоту копыт жители деревни Ахметова давно привыкли. Лошади – обитатели почти каждого двора абзелиловцев. А в последнее время по улице местные жокеи гоняют на перегонки. Ежедневная тренировка – гарант увеличения выносливости. Фаниль Абубакиров с питомцем покоряет и сугробы, а километраж наматывают не меньше 40. Мы ее недавно начали тренировать. Потихонечку научилась скакать. Если на своей лошади поедет, то первое место возьмет точно это. Эту лошадь Буляк звать кличка. Она скакала, как я сказал, 4 скачки, беспроигрышная лошадь. Скакун по кличке Буляк, что с башкирского переводится как «подарок», в местных состязаниях давно собрал лавры победителя. Рамиль Салихов – конезаводчик из Баймакского района. Хозяева лошадей башкирской породы отмечают, что ее уникальность в том, что она и работяга, и скакун. Фору в забегах может дать чистокровным верховым. Башкир раньше не мог жить без коней, честно говоря. В первую очередь они, где бы только не были, они везде выручали и выносливы очень, с утра до вечера. И поэтому как-то именно башкирских выбрали, честно говоря. К скачкам готовятся и коневоды Альшеевского района. Соперники серьезные, а на кону звание лучшего жокея республики. Каждая лошадь чувствует своего наездника. Так же и моя. Ромашку 5 лет назад Рамиль Таиров приручил еще жеребенком. Не раз побеждали вместе в районных соревнованиях. Теперь вот так же дуэтом готовятся к скачкам в Уфе. Животное ходит по пятам за Рамилем и уже в загоне без порции ласки хозяина не отпускает. Мы, может, друг друга чувствуем, может. Потому что, когда сажусь на лошадь, я себя чувствую как на машине. Ну, я, правда, сам машину не вожу, за это говорю. Вот так вот. Ну, не знаю, у меня они все слушаются. Может, то, что я уже среди них вырос, может, я к ним привык, это я не могу понять тоже. Представлять Альшеевский район на скачках будут обитатели фермы Наиля Галиакберова. Больше 20 лет он разводит племенных скакунов. Лошади у фермера на круглогодичной тебеневке. Те, кто питается в загоне, еще молодняк. Тяжеловозные, разных пород, они раньше не тебеневали. Это вот у нас, мы уже около 10 лет тебенюем. И уже и же ребята маленькие с матерями учатся, потому что пока мать ходит с своими же ребятами, она их учит, как это корм добывать из-под снега. Турнир «Терра Башкирия» пройдет 24 марта. В этот день на ипподром Акбузат привезут лучших лошадей башкирской породы. Но прежде всего оживилась конная наша индустрия, конная отрасль, районы подтянулись. И у нас будет 24-го скачки на нашем ипподроме Акбузат. Будет соревноваться несколько районов. Это вот первоначальное. Мы эти скачки будем до конца этого, до 2019 года проводить. Лучший жокей, помимо звания победителя, получит турпутевку. Куда, пока неизвестно. Однако может быть, что с лошади придется пересесть на самолет. А зрителей ждет грандиозное мероприятие. На телеканале БСТ будет прямая трансляция скачек. Начало заезда в 12 часов. Динара Таймасханова, Артур Елаев, Тимур Гельманов. Итоги недели. И это все, о чем мы успеваем рассказать вам в рамках нашей программы. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире.